2023 для Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии выдался результативным. На исполнение принято около 50 тысяч документов по бюджетным взысканиям и 200 о взыскании алиментов. Этим направлением здесь уделяется особое внимание. Алиментные платежи, определение порядка общения ребенка с родителем, определение места проживания ребенка с родителями – это основная категория, которая стоит на контроле Федеральной службы судебных приставов у директора. И в этом году мы взыскали очень большую сумму в пользу наших детей, ведь за каждым исполнительным производством взыскания алиментных платежей все-таки стоит наш маленький взыскатель. Таким образом, окончено 60 таких дел, около 40 еще находятся в процессе. В этом году в управлении не допустили прироста исполнительных производств. Под особым контролем судебных приставов пополнение бюджета. Бюджет – это у нас консолидированный бюджет, пополняется ежегодно, но в этом году мы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года взыскали больше, чем возбудили исполнительных производств. Налоговые платежи, штрафные санкции, сборы – это же все входит в категорию исполнительных документов, которые исполняются в органе принудительного исполнения. Более того, мне хочется отметить, что в этом году у нас очень много наложено арестов на имущество должников. Обращено взыскание на денежные средства, около 18 тысяч вынесено постановление таких. Помимо этого, в праве выезда за пределы России ограничены 6 тысяч жителей Ингушетии. Судебные приставы в этом году взыскали один из самых крупных долгов – 569 миллионов рублей. В рамках этого производства обеспечили в том числе и наложение ареста, реализовали недвижимое имущество, перечислили взыскателю и, соответственно, автотранспортное средство, которое было, ограничили в праве регистрации пользования собственности, в том числе и арестовали с последующей реализацией и перечислением денежных средств. Большая работа управлением Федеральной службы судебных приставов проводилась и с военным комиссариатом региона. В части дачи разъяснения прав сторонам исполнительного производства, где должниками являлись именно люди мобилизованные, которые вступили, подписали контракт, ушли на службу защищать нашу Родину. И мы работали с ними, с их родственниками и помогали им восстанавливать их права. На следующий год перед управлением стоят важные задачи – продолжить работу по взысканию долгов и, самое главное, пополнить региональные и федеральные бюджеты. А Новый год сотрудники желают встретить без финансовых обязательств. Безусловно, мне хочется поздравить жителей нашей республики с наступающим 2024 годом, пожелать им, так как Новый год – это семейный праздник, благополучия, здоровья детям и родителям. Ну и, соответственно, хочу их со своей стороны от лица ведомства предостеречь, что на Новый год все-таки нужно уточнить, есть ли долговые обязательства или нет. Если они есть, у нас концепция открытости очень огромная. Обратиться мы всем поможем, подскажем, погасить долги и уже 2024 год встретить без обязательств. Сегодня Федеральная служба судебных приставов Ингушетии грамотно выполняет свою работу и осуществляет функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, контролю и надзору в установленной сфере деятельности. Зелимхан Калоев, Хамзат Халухоев, Новости 24.